Это новости экономики, в студии Иван Лазаренко. Президент России Владимир Путин пообещал, что специальная цифровая платформа, которая позволит предпринимателям сообщать о случаях давления на их бизнес, будет внедрена, несмотря на реакцию отдельных чиновников. В ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив Путин напомнил, что в послании Федеральному собранию в 2019 году агентству вместе с деловыми объединениями было поручено запустить упомянутый ресурс. Президент России добавил, что не видит здесь ничего опасного для правоохранительной сферы, кроме одного – сделать работу всей правоохранительной системы более эффективной, отвечающей требованиям сегодняшнего дня, обеспечивающей интересы общества в целом, как отдельных граждан, так и предпринимательского сообщества в целом. Ранее генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева сообщила президенту о том, что цифровая платформа для жалоб бизнесменов заработает с 15 ноября. Глава агентства отметила, что регламент взаимодействия МВД с этой платформой уже утвержден, и он абсолютно соответствует всем ожиданиям и одобрен деловыми объединениями. Показатель безработицы в России в августе 2019 года оказался рекордно низким за все время ведения соответствующей статистики. Как следует из данных, представленных Росстатом, число безработных в августе составило 3,3 миллиона человек или 4,3% от населения страны. Прошлый рекордный минимум доли нетрудоустроенных граждан был зафиксирован в июне этого года – 4,4%. Около 700 тысяч человек зарегистрировались в августе в службах занятости, 600 тысяч из них получили право на выплату пособия. Тем временем названы самые дефицитные профессии в России. Ими оказались агрономы, электрики и охранники. Об этом свидетельствуют данные исследования сервисов по поиску работы. В частности, результаты исследования показали, что нехватка врачей ощущается более чем в 60 регионах страны. Также есть недостаток в слесарях и сварщиках. Что касается центральных городов страны, то там самыми востребованными оказались специалисты, связанные с IT и бизнесом. В остальных регионах, например, на Дальнем Востоке, не хватает врачей, а в Сибири – водителей. Среди самых невостребованных профессий в стране оказались бухгалтеры и учителя. Несмотря на массовость профессий, большинство рабочих мест оказались заняты. На рынке труда также нет потребности в среднем юридическом персонале в судебной, нотариальной и адвокатской деятельности. Спросом не пользуются также работники художественных галерей и музеев. Счетная палата провела мониторинг реализации 12 национальных проектов и рассказала о рисках недостижения целей, которые в них поставлены. Уточняется, что в ходе анализа были выявлены схожие системные недостатки, среди которых проблемы в управлении, а также размытость ответственности и полномочий между оргструктурами и должностными лицами. Эксперты считают, что причина неэффективности нацпроектов может лежать в системе госуправления. По их мнению, необходима корректировка показателей национальных целей, а также улучшение механизмов госрегулирования. Общие выводы мониторинга по нацпроектам уже представлены в Кабмин. Анализ реализации будет продолжен и в дальнейшем. Россиянин может получить весь набор предпенсионных льгот, но в разное время. Так, новыми федеральными льготами граждане могут воспользоваться за 5 лет до выхода на пенсию. В этом году для женщин предпенсионный возраст наступит с 51 года, а для мужчин с 56 лет. Данные льготы подразумевают право на 2 оплачиваемых выходных дня для диспансеризации, пособие по безработице на уровне прожиточного минимума, переобучение, а также повышение квалификации. Что касается федеральных налоговых льгот, то они положены россиянам, достигшим возраста прежнего выхода на пенсию. Для женщин 55 лет, а для мужчин 60. В это время граждане освобождаются от уплаты земельного налога с 6 соток земли, от имущественного налога на дом и гаражи до 50 квадратных метров. Если же участок или гараж превышает эту площадь, то налог будет начисляться только на оставшуюся часть. Региональными льготами могут воспользоваться предпенсионеры в возрасте 55 и 60 лет для женщин и мужчин. Соответственно, речь идет о скидках на проезд в городском и железнодорожном транспорте. Также предоставляются скидки на оплату капремонта и коммунальных услуг. Исключения составляют регионы-льготники, в частности, северные территории. Там предпенсионерами становятся раньше. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.